В этом небольшом металлическом вагоне-контейнере, брошенном на окраине Тбилиси, беженка из Абхазии Лия Сонгуля проживает уже 4 года. Участок земли, на котором стоит железная коробка, принадлежит знакомому Лии. Он и позволил ей здесь поселиться, провел вагон электричества и оставил женщине своих собак, чтобы не было скучно, так как общаться здесь особо не с кем. По соседству только Голданская тюрьма, самое большое исправительное учреждение в Грузии. Строгий караульный на вышке через дорогу и несколько собак, которые безустанно снуют за Лией. Вот и все живое окружение. Это место вот еле-еле, не знаю, так забило своими руками. Отсюда вода заходит, это хорошо закрывается, везде вот так течет все. Зимой это вообще здесь так сосульки были, когда мороз был, не знаю. Летом здесь очень жарко. Сколько раз у меня змеи были внутри, но я уже и к ним привыкла, не знаю, к змеям. И слава богу, они хоть не ядовитые какие-то, эти змеи. В Абхазии, в прибрежном городе Гагра, у Лии осталась трехкомнатная квартира, куда после войны заселились чужие люди. Ее взрослый сын уехал в Германию в надежде устроиться там на работу, но, как признается женщина, пока безрезультатно. Не работает и сама Лия. Единственный доход – ежемесячное социальное пособие, которого, по словам беженки, мало на что хватает. От голода спасает огород, разбитый тут же у контейнера. Уже несколько лет Лия ждет получения собственной квартиры в рамках государственной программы по расселению беженцев. Власти Грузии разработали специальную систему баллов, которые начисляются каждой семье по ряду критериев. В соответствии с их количеством формируется очередь на получение жилья. Преимущество отдается тем, у кого балл выше. У меня 8,5 баллов. Мне положено, но я не знаю, мне не дают, не звонят, ничего. Сказали так, значит, если ты хочешь в ближайшее время получить жилплощадь, ты должна взять справку, что ты или сумасшедшая, или у тебя раковая какая-то опухоль, болезнь, извини меня. Я из себя инвалидку, я и так не очень здоровая, не собираюсь делать. Вот вам правда. Лия не исключает, что беженцы зачастую получают квартиры не по принципу системы баллов, а благодаря личному знакомству и родственным связям. С этим категорически не согласны в Министерстве по делам беженцев и вынужденно переселенных лиц оккупированных территорий Грузии. До того, как дать комментарий настоящему времени, глава департамента по вопросам беженцев Мурат Аблотия ознакомился с делом Лии Сонгуля и сообщил, что она получит собственную квартиру, скорее всего, уже этой осенью. Чиновник подтвердил, что люди, имеющие проблемы со здоровьем, получают жилье быстрее. Но диагноз врача должен быть подлинным. Это строго проверяется. Начиная с 2014 года жильем были обеспечены более 5000 семей. Беженцы, желающие получить квартиру, должны внести соответствующую заявку. По сегодняшний день внесено около 30 тысяч заявлений. Люди получают квартиры в реабилитированных домах или же в новостройках по всей Грузии. Также в рамках программы по расселению мы помогаем беженцам, которые сами приобретают жилье в ипотеку. Мы оплачиваем часть его стоимости. Всего в этом году жилье получат около 2000 семей. Аблотия рассказывает, что беженцы получают квартиры как в жилых корпусах, которые строят для них государство, так и в домах, возводимых частными застройщиками. Как, например, в случае с жилым комплексом, построенным недавно на берегу Тбилисского водохранилища. Власти, по словам чиновника, заключили со строительной компанией договор и по заниженной цене на выгодных для государства условиях выкупили здесь сразу несколько корпусов. Звиат Мчедлишвили, специально для настоящего времени, Грузия, Тбилиси.